Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы расскажем вам о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о туризме Якутии. Мы поговорим о подготовке к столетию образования республики. И, конечно, погрузимся в историю нашей Якутии на примере национальной одежды. В Амге прошли районные соревнования, посвященные Дню коневода-табунщика. Приняли участие 6 команд из 5 наслегов района. Такие соревнования в Амгинском районе проходят второй раз. В этом году участники традиционно соревновались в командной эстафете и в конных скачках на санях. По итогам эстафеты уверенную победу одержала команда Амгинского района «Давидов» под тренерством Анатолия Баишева. Второе место заняла команда из Абагинского наслега сельхозкооператив имени Ивана Строда. Третье место заняла вторая команда этого же кооператива. Сегодня у нас прошли отборочные соревнования ко Дню коневодов, которые должны состояться 21 марта в городе Нюрбе. И по итогам соревнования первое место заняло ООО «Давидов», и второе место заняла из Абагинского наследа команда совхоза имени Строда. И они поедут защищать честь нашего района. Эпидобстановка по коронавирусу улучшается. Глава Якутии отменил большинство ковидных ограничений. Соответствующий указ Айсен Николаев подписал накануне. Так возобновляется деятельность ночных клубов, дискотек, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений. При проведении массовых мероприятий больше не требуется соблюдение максимального уровня заполняемости помещений не более 75%. При этом граждане при посещении мероприятий должны предъявлять QR-код. Мероприятия с участием свыше 500 человек подлежат согласованию с управлением Роспотребнадзора по республике. Также отменено требование об измерении температуры тела прибывающих граждан в аэропортах, расположенных в Якутске, Мирном и Удачном. Отметим, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики сообщает, что с 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ и автозимников федерального и регионального значения. Ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты ориентировочно 10-15 апреля. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. В арктических и северных районах закрытие ожидается 20-25 апреля. Отметим, что сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий. Поездки на север Якутии планируют организовать для китайских туристов. Участники экспедиции РГО «Экспо», которые по северу республики добрались до мыса Пакса, планируют создать подобные туры для китайских граждан. Об этом сообщил путешественник, организатор экспедиции и тревел-проектов, член Русского географического общества и ассоциации полярников Богдан Булычев. По его словам, один из крупных туроператоров связался с его командой с просьбой организовать для них подобные туры на север. Напомним, что арктическая автоэкспедиция путешественников-экстремалов началась в Якутии 5 марта. Участники планировали на автомобилях проехать по самому северному району республики вдоль реки Анабар. Проект приурочен к столетию образования Якутской АССР и проходит при поддержке главы региона Айсена Николаева. В ходе экспедиции команда снимает многосерийный видеодневник о русском севере и русской Арктике. Продолжим говорить о туризме. В Москве началась 28-я международная туристская выставка. Это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Якутия также презентовала свой потенциал в сфере гостеприимства. Чем удивляли наши земляки, расскажут наши коллеги. MITT – одна из крупнейших в России и ближнем зарубежье выставок, посвященная индустрии гостеприимства. Ежегодно в ней участвуют около 1500 экспонентов из разных регионов страны и мира. Представители турбизнеса презентуют здесь свои маршруты, ищут партнеров и клиентов. На выставку в этом году приехало сразу несколько якутских делегатов. Например, здесь можно познакомиться с туристическим потенциалом национального парка Ленские столбы. Все наши раздаточные материалы уже за полдня первого дня они уже разобрали. Поэтому интерес огромен. У нас в республике перспективы развития туризма огромные. Поэтому нужно подходить совсем по-другому и развивать туризм, приезжать, участвовать, как можно больше участвовать в таких мероприятиях, показывать себя. И только
Когда мы станем больше узнаваемость, нам, конечно же, посетят наши туристы. Туристическая концепция нашей республики базируется на 3 направлениях. Это холод, этника и северное лето. Мало кто знает, что в Якутии температура может подниматься до плюс 30. Кстати, у нас можно не только загорать и купаться, но также и отправиться в путешествие к Ледовитому океану на теплоходе. Большинство туристов, которые выбирают тур в Тикси, это, скорее всего, те туристы, которые уже видели в этой жизни вообще все. То есть их нечем удивить. Они пересекают полярный круг. Каждый турист получает на память диплом о том, что он там был. Ну, уникальность природы, тундра, дикие места. Туристам это очень нравится. Одной из главных тем деловой площадки форума стал постковидный сезон. Многие представители индустрии гостеприимства серьезно пострадали в пандемию. И снятие ограничений этим летом – это для всех положительный сигнал. В связи с ковидом очень многие населенные пункты по пути следованию запрещали подойти даже к берегу. То есть из-за этого вот наши туристы ограничились в экскурсиях. Да. Сейчас надеюсь, что данная навигация у нас пройдет хорошо, успешно, что нас везде впустят, нас везде ждут. Наши туристы останутся довольны. Не прошла стороной и тема последних санкций. Они тоже серьезно скажутся на туристической отрасли. Правда, по мнению экспертов, есть и положительный момент. Россияне активнее поедут в путешествие по родной стране, а значит, индустрия гостеприимства продолжит развиваться. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Продолжим тему туризма. В детских лагерях Якутии снова запустят программу кэшбэка за путевки. В прошлом году ей воспользовались 15 детских лагерей. Кэшбэк составит 50% от стоимости каждой путевки, но не более 20 тысяч рублей. По условиям программы оплатить путевку необходима карта ЭМИР, зарегистрированной в программе лояльности. Путевку в лагерь можно купить и на любую смену в период действия акции с 25 мая по середину сентября. Поговорим и о детях. В Алданском районе финишировал ежегодный конкурс чтецов «Живая классика» среди воспитанников дошкольных учреждений. В этом году он был посвящен подготовке к празднованию столетия. В конкурсе, прошедшем в дистанционном формате, приняли участие 50 дошколят из 20 садов. На суд жюри маленькие артисты представили произведения на русском и якутском языках. По словам судей, определить лучших чтецов было очень непросто. Каждое выступление явилось настоящим спектаклем с продуманными декорациями и костюмами. Представления юных чтецов вызвали массу разнообразных эмоций. Итоги подводились по ряду номинаций, а гран-при конкурса завоевали 3 участников. Что-то странное случилось, что-то с мамой приключилось. У ее растет живот, слово «мама» бегемот. Мам, а я всегда буду любимым. Да, всегда. Хороший мой, родной. Если мама рядом, все тогда смогу. Я от всех печалей маму берегу. Принято считать, что классика – это все то, что проверено временем. Что было модно носить 2 века назад в Якутии, где модницы того времени покупали свои наряды и откуда родом традиционное якутское пальто на самом деле. Дизайнер одежды Зинаида Заболоцкая изучает историю развития якутской одежды по старинным фотографиям. Свой проект она посвятила исторической дате – столетию образования якутской автономии. Подробности в следующем сюжете. Зинаида Заболоцкая создает не только новые модные коллекции, но и изучает историю развития одежды Якутии. Это увлечение у нее появилось в пандемию, когда модные показы были перенесены до лучших времен, а творческие задумки встали на паузу. В 18-19 веке культурным центром Якутии были Якутск город, Алекме и Вилюйск. И вот в этих музеях этих городов есть очень хорошие фотографии. Там женщина одета там, в шляпах, в этих европейских платьях, по моде того времени. И вот эти фотографии вдохновили меня. Дизайнер настолько вдохновилась этой темой, что стала искать фотографии не только в музеях, но и у знакомых и в интернете. Так зародился новый проект. Оказалось, что до этого особо этой темой никто не интересовался. Поиск информации, его анализ и систематизация – самое сложное в работе. Но именно это помогает понять процессы, отражавшиеся в моде того времени. Вот в XVIII веке, конечно, законодателями были французы. Париж. И вот вся мода шла отсюда. Либо состоятельные люди заказывали, проживающие в центральных городах,
Потом, видимо, из Москвы уже состоятельные люди Якутска приобретали одежду в Москве. Ну, видимо, завозились, там же все-таки какая-то торговля была, оптовая торговля и так далее. В магазинах, видимо, продавались. И вот таким образом распространялась мода. Изучая фотографии прошлого, узнаешь и открываешь много интересного, говорит модельер. К примеру, оказывается, в прошлые века на свадьбах состоятельных людей в Якутии было принято надевать специально шитые для такого случая наряды, одинаковые для женщин и единые для мужчин. А происхождение фасона традиционного якутского пальто берет начало, как ни странно, из французской моды. Вот эта мода европейская, да, которая указом Петра проникла в Россию, вот он тоже оказал, через какое-то время оказал влияние и на традиционную одежду якутов. Вот это пальто известно на лохсан, да, которым и мужчины носят такие, ну, женские они отличаются. Но вот основой вот этого изделия лежит крой европейской одежды XVIII века, но адаптированные для местных условий. Эволюция одежды, мода неразрывно связаны с историей, теми событиями, которые происходят в стране и в мире, и тем интереснее изучать ее через призму повседневной одежды и быта людей. Развитие идет своим ходом там, историческим, потому что на одежду влияет всегда время. Сейчас-то принято считать, что там придумывают дизайнеры, модельеры, но на самом деле основное изменение, влияние оказывает время, потому что тут условия жизни, образ жизни меняется со временем, да, меняется, и, соответственно, меняется одежда. Проектом Зинаиды Заблоцкой живо интересуются не только ее коллеги-дизайнеры, но и ее подписчики в социальных сетях, куда она выкладывает работы. Сейчас она изучает период середины 20 века и просит своих подписчиков отправлять фотографии своих родных, близких в одежде того времени. В будущем дизайнер одежды планирует издать свою работу в виде книги, а к столетнему юбилею ЯССР еще и приурочить показ новой коллекции одежды. Туяра Филиппова, Владимир Павлов, Якутск. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.